привет, это канал Ашфуд, я его ведущий Азиз Нурузбакиев. Ребята, вы не поверите, у нас в гостях сегодня резидент Ассоциации шеф-поваров Республики Казахстан, бренд-шеф национальных казахских ресторанов, таких как Балкаймак, Корши и, конечно же, Бидай, Дамир Атамшев. Салам алейкум. Салам алейкум, брат, Как добро дела? пожаловать. Блин, наконец-то ты у нас, наконец-то ты выбрал время, блин, я очень рад. Выбрал время, ну что, как дела у тебя, брат? Во-первых, я хочу тебе сказать спасибо большое за то, что мы увиделись, за то, что ты меня пригласил. Ну что ж, давай кайфанем, приготовим салатик. У меня есть один очень крутой салат. Давай. Называется салат с овощной полентой. Вот, для этого нам понадобится. Самый важный ингредиент для этого салата – это конина вяленая. Вяленая конина. Дальше курт верблюжий, картофельные крокеты, морковь, огурец, сельдерей, светофор, редиска, черри и зелень. Микс, да? Микс. И поскольку Дамир бренд-шеф казахской национальной кухни, сегодня у нас будет салат, получается, твой с казахской такой национальной ноткой. Да, это салат с казахской национальной ноткой. Вся изюминка этого салата – это вяленая конина. Почему? Потому что казахский народ, это тюркские племена, тюркские страны, кочевники, как они хранили мясо, они его вялили либо коптили. В нашем исполнении будет вяленое мясо, вяленая конина. Итак, начнем? Давай, я только за. В общем, на тебе чашку, на тебе морковку. Так, что мне с ней делать? Экономочкой надо будет настругать. Стиль такой, знаешь, струганина. Поэтому мы не режем, да. Да, можешь прям произвольно. Раз, как будто чистишь ее, прям так нарубить. А я сельдерей нарежу. Дамир, М. а как вообще ты пришел к общепиту? То есть как ты стал поваром? Как ты к этому пришел вообще ко всему? Ну, как пришел? 8 класс. 7-8 класс. Я такой... передача, помнишь, Макаревича была раньше? Джимми Оливер. Да. Я зависал на эти передачи, как такой крутой чувак в белом кителе готовит, что-то там кричит, орет на всех. Это прикольно было для меня. И я такой маме говорю: мам, я, буду поваром. Она говорит: точно? Я говорю: да. И меня отдали на курсы, на поварские курсы, я помню, пошел. 2 месяца походил, потом меня отправили в кафе на практику. И? Там, конечно. Потоньше режь. Хорошо, не надавливай, да? Нет, имеется в виду, да, подожди, дай. Так вот. То есть такая тебе нужна? Ну, салат, такой салат же, только этого всей морковки много будет. Хорошо. Я вот так сделал, потом выберешь оттуда тонкие. Ну, хорошо. Все, попал на кухню, а там, конечно, кухня была не такая, как мы видим в телеках, Конечно. Там все, Ожидание реальности. там все убого, да? Все верно. Познакомился с поварами, увидел, как готовится, как отдается, все. Желание у меня не отбило. Поступил в колледж, 18-е бывшее. Ты же тоже там учился? Да, 18-е. Вот, и у нас там как система была? Неделя практики, Неделя теории. Да. Это очень круто, я считаю. Почему? Потому что когда только теория, ты проваливаешься в эту писанину, а практики у тебя нет. А именно, когда ты теорию прошел, на практике закрепил, на теорию прошел, на практике закрепил, это очень круто. В общем, у меня есть вот такой микс салата, смотри. Микс салата, шпинат, руккола, радичо. В принципе, можно использовать совершенно любой салат. Любой салат, хоть петрушку с укропом, шпинат, ну все что угодно, все, что найдешь на базаре или в магазине. Все верно. Я уже все? Давай, что мне делать? Теперь на тебе огурчик. Давай. Нарежь его перышками. Хорошо. Дай мне нож. В общем, смотри, огурец режешь пополам, раскрываешь, с помощью экономочки убираешь семена и соломочкой. То же самое, что и сельдерей нарубил. Understand? Understand. Нарезанный сельдерей в эту же миску
Где морковь? Дамир, а как ты пришел к национальной кухне? То есть, насколько я знаю, ты раньше был такой более... У тебя был вообще другой кейс, другой багаж. А как вы пришел к тому, что прям национальный колорит, прям это супер на самом деле? То, что сейчас Дамир делает, у него получается некий такой национальная кухня казахская, подача а-ля карт, и он такой его делает более такой апгрейд. И вообще, блин, кстати, заходите к нему на страничку, у него прям пушка, серьезно. Спасибо большое за такие теплые слова. Как я пришел к национальной кухне, к казахской кухне, да? Изначально казахская кухня, в принципе, тюркская кухня, она казалась немножко скучноватой. Ну, сам знаешь, Да. сам знаешь, бешпармак да, в том сорне, ничего такого. И в алякарде никак не поиграешься. С тем, что ты набираешься опытом, да, вся мода все равно она идет с Запада, с Азии, да, с Востока. Поэтому нужно было набирать опыт технологических процессов приготовления блюд. То есть, если обычный человек знает только там варку, жарку, тушение, там и еще что-то, да, уже с изучением более, скажем так, глубже, ты уже начинаешь изучать техники там суветирования, там томление, да, конфи, да, вот эти вот французские, итальянские методы. И ты, когда берешь наш продукт и коллаборируешь ее с техникой европейской, там какой-то, и уже у тебя получается что-то интересное. Сейчас культура Казахстана очень сильно развивается. И да, и не только в плане кулинарии, но и в моде, в текстиле, в песнях, в фильмах. Ну, соответственно, это все и застает рестораны. Поэтому сейчас тренд развивать казахскую кухню, тем более у нас в Казахстане. И это очень круто. Я гражданин Республики Казахстан. И поднимать кухню свою на новый уровень, это очень круто и очень интересно, я считаю, так. Сейчас действительно очень много ресторанов национального колорита. Блин, и это хорошо. Очень много халала, очень много национальной кухни. То, что оно сейчас растет, развивается, то есть получается какая-то сеть у некоторых вообще, блин, на самом деле супер. Были ли, Дамир, у тебя какие-нибудь интересные моменты? То есть общепит это вообще на самом деле очень интересно. То есть бывает очень много веселых моментов, очень много микрострессов, да, как? И микрострессы, и макрострессы, и ночами не спишь, да. Все верно, все верно. Что-нибудь такое запоминающее, веселое, чтобы можно сказать, вау, да ладно. Очень много постоянно, я бы сказал, очень интересных вещей происходит. Был случай, я и сейчас своим ребятам, поварам рассказываю, готовлюсь, короче, на банкет. Всю ночь леплю эти манты косичкой, а я тогда еще не такой опытный, был 2010 год. Вот такой чан, короче, этого, фарш. Я всю ночь леплю в одиночку, а на кухне жарко, а я этого не предусмотрел. На утро мы отдаем банкет, салат и закуски, все остальное, короче, уходит. И открываю мантоварку, манты черные. Прикинь, я такой смотрю на манты, а что они, типа, что с ними? Что с вами, да? Ёлки-палки, я тут админ подбегает, что отдаешь? Я говорю, 15 минут. Он говорит, а что, почему 15 минут? Я говорю, надо 15 минут. Закрываю, накидываю куртку, беру деньги в соседний базар, бегу, короче, там 15 минут, 10 минут до базара Шолохова как раз. В узбечке покупаю готовые манты, у себя на кухне их раскладываю, короче, я отдаю банкет. Оказывается, я понял то, что фарш в теплой комнате, лук, да, он киснет. И пока я налепил эти манты, они скисли, да. Ну, это один из только моментов, да, Ну, на самом деле. банкетный зал это очень много таких форс-мажоров. Блин, там самое главное, наверное, командная работа, если честно. То есть, если администраторы, повара и официанты, то есть, если это все так связано, очень, какие бы там стрессы ни были, всегда все вывезется, всегда все это будет какое-то незаметно, да. Но если команда не налажена, то, конечно же, тяжело. Ну, в целом, мне кажется, даже если не банкетный зал, веселого очень много. Да, там, кажется, не важно, банкетный зал или не банкетный зал. В общем, смотри, огурцы, сельдерей, морковка готовы. Следом идет болгарский перец. Давай. И сразу же я тебе скидываю
редиску. Как мне? Болгарин, короче, пополам и соломочкой. Шмяк-шмяк сюда же. Тоже грамм 20. Чуть-чуть. И пол редисочки тоже сюда же. Я пока включу нашу фритюрницу. А сам ты вообще любишь казахскую кухню? Конечно. Вообще, мне кажется, какой бы ты, кто бы ты ни был по национальности в Казахстане, если ты живешь, то есть получается, бишбармак это всегда почет. То есть, если ты кому-то приходишь в гости и там бишбармак, значит тебя там уважают, любят и ждут. То есть бывало, конечно, мы тоже скучаем по бишбармаку, то есть бывало такое, да. Смотри, я сюда добавил щавель, микрозелень щавеля и амарант. Они придадут салату такую некую кислость. То есть не просто приторный салат, а уже с какой-то ноточкой кислинкой, да, будет? Да, да, Круто. да. Итак, микс салата у нас готов. Давай я этот редиску сам належу. Что ты долго делаешь? Все, накинул мне. Ты здесь не бренд, ты здесь гость. Ты тоже должен делать что-то. Вообще редиску я нарезаю на слайсере. Ну, ты сам знаешь, в ресторане работаешь. Ну, слайсером я сегодня пользоваться не буду. Нарежу ее пополам. Да, и тоненько, да? Раз. Все, выкладываем сюда же. Все, супер. Так, теперь овощи у нас готовы. Микс. Так, овощи готовы, фритюрница нагревается. Вот это вот картофельные крокеты. Мы их делаем в ресторане у себя. Я не стал заморачиваться, привез готовые. Картофельное пюре отваривается, выливается вода, молоко, сливочное масло, ничего не добавляешь. Отварной картофель, немного соли и на терочке курт. На терочке курт, раз, натер, перемешал, заформировал вот такие вот шарики и заморозил. Все, это называется полуфабрикат. Во время заказа, либо когда готовишь, во фритюрнице я их обжариваю. Колер даешь? Колер даю, да. И, понимаешь, свежий салат, и вот эта вот жареная, теплая картошечка, вяленая конина, сочетание вообще просто бомбическое. Еще я ездил в Турцию, я в этот салат дыню добавлял. Дыню? Дыню. Вообще прикольно. Вот зачем? Да. В общем, черри. На. Давай. На Что мне папа. сегодня сделать? На папа. Что ты еще можешь рассказать по поводу казахской кухни, современной, скажем так? По поводу современной казахской кухни, я могу сказать про свои некоторые блюда, то, что подаю я в ресторанах, да, своих. Например, блюдо сырне. С чем я его подаю, как я его готовлю? Я его томлю около 6 часов в собственном соку с овощами, такими как корень сельдерея, лук, чеснок, розмарин, тимьян, помидоры. Около 5-6 часов томлю, потом процеживаю, и полуфабрикат у меня хранится. С сырней я подаю томленный в сорпе молодой картофель и мусс из корня сельдерея. Почему мусс из корня сельдерея? Потому что сельдерей сам по себе очень такой полезный продукт, но и он очень хорошо помогает расщеплять, переваривать пищу организму. А так как баранина очень тяжелая, вот, сельдерей не оставляет тяжести в желудке. Вот, это то, что про сырнее. Хурдак, допустим, да, все мы знаем, что хурдак делают из чего? Там, из ливера, да, сердце, печень, там, легкие, картофель и тому подобное. Ну, в практике, как я знаю, то, что мы работаем в ресторане, ну и ты знаешь, печень, ливер особо люди не Да. любят. Вот, поэтому у меня хурдак из конины жареный, с грибами, шампиньонами, соусом пеппер, с луком, со сметаной домашней, и подаю я его в горшке. Копчу и подаю его в горшке. Вот в таком формате, в общем, я и изобретаю какие-то новшества. Вот. Есть такое блюдо тоже очень крутое, называется сердце коня.
Сердце коня – это блюдо, когда дочь родителей выходила замуж, отец согом соятн, дочери готовили это сердце с посылом таким, то, что дочь, типа, это знак того, чтобы дочь, мы хоть тебя отдаем в чужой, в другой аул, ты знаешь, что мы всегда рядом двигаемся. Сердце с тобой, да? Наше сердце с тобой, да. Вот куйрук баур у меня, кстати, в Инстаграме есть блюдо. Да, кстати, я слежу за тобой, вообще, блин, пушка, серьезно. Очень такое интересное блюдо, и когда мы народу начали показывать и рассказывать, что такое куйрук баур, и как его можно показать в принципе, да, мы из печени сделали паштет с овощами. То есть, ну, печень сама по себе немножко скучноватая, а здесь со специями, с овощами превратили в паштет, все это заглазировали, сделали вишневый мусс и в глазурь его посадили. И курдюк копченый использовали с рукколой, просто бомбезно, просто бомбезно. Ну, такие вот приколюхи. Классно. В общем, делаем. Я вообще приходилось такое, что я кушал куйрук баур. Ну, это чуть-чуть неприятно, да? Ну, я сам как бы жир не ем, и когда ты его кушаешь, как ты говоришь, действительно скучно. Но вот то, что я у тебя видел, это просто, реально, это пушка. Это просто и самоподача, и это же получается национальное, то есть когда кудалар же приходит. Да, это когда кудалар приходят, по русскому языку это когда сватья встречаются друг с другом, знакомятся, кудалар угощают куйрук баур, это отварная печень и отварной курдюк бараний. Вот, и на шпажках вот так вот подают. Вот, ну, у нас немножко по-другому. И вся идея моя такая, то, что почему бы казахскую кухню не показать в новом свете, интерпретировать как-то вообще, чтобы круто было. Это же классно, технологии есть, продукты есть, просто немного фантазии, Да. идеи. Ну, у тебя и было получается бы, очень и было бы очень круто, да. Итак, фритюрница у нас уже готова, вроде бы. Дай мне вот эту корзинку. Проверю. О, красота. Отдема. В общем, масло у нас готово. Закидываем сюда нашу картошку. Даем некий такой колер, да? Да, колерок даем. В общем, смотри, вот такие вот, как ты говоришь, мини-баурсаки получились. Блин, супер, супер. Так, сюда давай салфетку, чтобы лишний жир стек. Все, вылавливаем. Пушка. Фритюрницу можно убрать. Мы, кстати, вот эти мини-баурсаки и картофельные крокеты используем вместо фри. Очень прикольно и вообще оригинально. Пушка. Да. Офигеть. Можешь попробовать? Можно, да? Я лютики. Итак, все основные движения у нас готовы. В принципе, можем начать сервировать тарелку. Давай. Я вот такую вот тарелочку принес с нашего ресторана, как говорится, с орнаментом. Итак, смотри, тарелка у нас готова. Собираем, да? Сделал я на работе вот такой вот соус, называю его азиатским, на основе соевого соуса, чили, мед, терияки, кинза, чеснок, кунжутное масло, кунжут. Все это на блендере пробиваю, и получается такой ароматный, очень интересный, с нотками пан-азии соус. Вот. Как у тебя дела помимо работы? Вот, как у тебя развитие вообще свое собственное? Читаю книги. Круто. Читаю книги, люблю психологию, прям обожаю психологию. Классика не очень нравится, не знаю почему. Может быть, у меня посыл такой, ну типа сама развиваешься и становишься лучше, интереснее. Обожаю психологию. Пытаюсь записаться в спортзал с каждого понедельника. Понедельник не настает, да? У меня тоже не настает этот понедельник. Чем я еще занимаюсь? Курсы. У меня своя школа Кстати, кулинарная. расскажи про них. Недавно начали развитие. Сейчас продается курс видеоуроки, салаты, закуски, горячие блюда там, и тому подобное. Вот. Там перчатки что-то маловастенькие. Я на свой размер брал.
Вот буквально на днях, 2-3-5 дней, у нас выходит новый курс. Новый курс – это более профессиональный поварской, шеф-поварской, даже бы я сказал. Курс – это 100 блюд. 100 блюд – это, в принципе, за историю, основную историю деятельности в ресторанах, хиты, условно. Я собрал хиты в одну кучу. И на них предоставляю технологическую карту, калькуляционную карту, фотография, вот, рецептура, журналы там, и тому подобное. В общем, ты взял и работаешь. Очень круто и очень удобно. Блин, супер. На самом деле, ребята, покупайте курсы, подписывайтесь к Дамиру. Мы обязательно закрепим ссылку под описанием видео. Ну а мы продолжаем. Супер. В общем, смотри. Про соус я уже рассказал. Наливаем сюда соус. Заправляем. Но не сильно. Чуть-чуть. Какую-то часть ложим на тарелочку. Для чего? Чтобы салат не показался сухим. Отлично. Это раз. Если мы много соуса сюда заправим, салат будет, ну, растекется, в общем, не будет воздушным. Все верно. Поэтому вот эту нашу красоту овощную, о, редиска уже прыгнула. Она уже легла куда надо, да? Угу. Выкладываем вот сюда вот. По краям черики, чтобы была такая интересная цветовая гамма. Все выложили. Вот. Теперь смотри, в чашке остался соус. Вкладываем нашу зелень в эту же чашечку. Перемешиваем. Если сюда много соуса дашь, что с ним будет? Он осядет. Нам он тоже такой живенький, такой воздушненький. Так, теперь у нас Конина вяленая. вяленая конина. Ты, кстати, не пробовал, я попробуй. Я ее не пробовал. Все раскидываем по всей области этой тарелочки. Вот так вот прям произвольно вот так вот набросали. Просто офигенно. Вот теперь наши жареные баурсаки, горячие. Блин, вот эти крокеты вообще супер. А как у тебя вообще возродилась идея с этим салатом и с крокетами? Ну, изначально, как это было? Изначально, короче, это были картофельные дольки. Отваренные картофельные дольки. А потом раз мы готовим баурсаки круглыми же. Почему бы не попробовать из них сделать шарики с помощью шатошницы? Знаешь, такая ложка есть? Да-да. Сначала вырезали картошку, а потом, ну, что-то скучновато, просто картошка. Хотелось бы, чтобы она была какая-то с национальным колоритом. А потом давайте сделаем пюре, а давайте туда добавим курт. И уже, понимаешь, Просто шикарно. все так вот и получается. А сам салат? Кто салат? Ну, как возродилась идея самого салата? Ну, изначально было так. Надо что-то придумать с национальным продуктом. Мы любим все мясные продукты, да, то есть, ну, вяленое мясо, да, бастурма, казе, с казе, ну, что-то не хочу. Так, что казе, сулугин ед, о, прикольно, сулугин ед. Струганина, с чем сочетается струганина? По вкусу, food pairing, знаешь же, food pairing, да, сочетание вкусов. Ага, вяленая конина, что картошка, кисленькая, сладенькая. И уже начинаешь подбирать продукты. И собрал, да? И собрал. Блин, пушка. Так, смотри, почти что все, но есть несколько моментов. Есть вот такая зелень амарантик. Она даст свежести, да? Так вот. Тоже непроизвольно набросаем. В принципе, можно обойтись и без нее. Да. И вот эта штука, мы по-поварски называем это
земля. Земля это элемент декора. Вот, готовится он из чего? Из маслин. То есть маслины высушиваем, пробиваем с помощью блендера либо термомикса. Вот, используем в виде декора. Ну и легенда такая интересная, да? Конина, зелень, земля, джайляу. Все верно. Вот так вот, смотри. И уже такой земляной эффект получается у салатика. Дали немного земли. Теперь изюминка итальянского стиля. То есть изначально, когда я отрабатывал этот салат, я использовал сыр пармезан. А потом такой, блин, курт, почему бы и нет. Вот, и я купил вот такой вот куртик. Верблюжьего молока, да? Это верблюжий курт, да. Все, натираем его. Смотри. Земля, снег, прям огонь, вообще супер. Просто пушка, братан. В общем, итальянская такая тематика, типа сыр пармезан, да, типа снег тоже, ну, горная такая. И дабы дать немного яркости, свежести, зеленое масло. Зеленое масло, что это? Это масло, пробитое с зеленью, да. Я использую здесь морковь. Можно все что угодно использовать. И мяту, там, и базилик, и шпинат, все что угодно. В общем, я вот так вот даю свежести. И зеленый цвет, это цвет свежести же. Он дает немного такой аппетит вызывает, в общем. Ну что, пробуем? Ну, давай. Я такой, не. Вообще, наставление поварам молодым, начинающим, у которых прям динамика, желание, есть что сказать? Упорство. Очень много изучать. И некоторые думают, вот, конца края нету, типа, к чему я приду, когда я научусь, когда я этому всему научусь. Имеется в виду, если достигаешь уровня определенного, ты начинаешь от этого кайфовать. Как говорится, плох тот солдат, который не хочет стать генералом. Вот это именно про это. Что, пробуем? Ребята, это реально пушка. Это просто бомбически. Реально вкусно, да, Костя? Первый раз ем. Первый раз ешь? Женился бы на себе. Реально очень вкусно, ребята. А так я хочу сказать спасибо тебе, что пригласил. Во-первых, увиделись. Не говорим. Ну и Последний раз мы с тобой виделись, когда у нас волосы на голове были густыми. Сколько? 16 лет. 16 лет. Да, Дамир, брат, очень рад, что ты к нам пришел. Тебе дальнейших процветания, чтобы у тебя было еще много-много ресторанов, чтобы ты все развивал, национальную казахскую культуру, традиционные блюда. Это, блин, супер на самом деле. То, что ты делаешь, это реально пушка. спасибо тебе большое. И Подарок от нас тебе. ой, да брось. Наш фирменный фартук. Да ладно. Носи его, вспоминая нас. Снимай рилсы. Кстати, я за тобой слежу. Давно мечтал. Творческих твоих успехов тебе. Спасибо тебе большое. Ну, мне тоже очень приятно было находиться с тобой. Очень крутая кухня, очень классная команда. Вот. И, в общем, телефон мой знаешь? Звони, да? Звони, да? Все, давай. Всё. Сау.